Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэты наш сумесны з Е-прамовай стрым можна, як звычайна, не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. І адразу вось на маёй старонцы асабістай у Фейсбуку таксама зараз ідзе прамая трансляцыя, як і на старонцы афіцыйнай гурту The Stocks, бо менавіта удзельнікі гэтага музычнага калектыва сёння у нас у гасцях. Гэта чарговая прэзентацыя на Еўрарадыё, і сёння у нас у гасцях лідар гурту The Stocks Алексей Стокс і бас-гітарыст Кирилл Сенин. Добрый дзень, хлопцы. Привитание. Добрый всем. Надолго в Минск? Сложно сказать, посидим, посмотрим. Мы то там, то здесь. Вот я, месяцок побудем. Я, до речі, вот чаму менавіта з гэтага пытання пачаў, бо можа хто не ведае, можа вот ведае толькі Стокс па песнях і не ведае, што вот гурт, ну як кажуць, беларускага паходжання, але ўжо даволі даўно прапісаўся ў Маскве. Ну, нехта не ведае пра беларускае паходжанне, нехта не ведае пра прапісаўся ў Маскве, але вот такое паміж... Нехта вообще не ведае. Не, вот я, до речі, зараз скажу, я калі сказаў, што Стоксы будуць у мяне ў гасцях, одна знаёмая дзяўчына кажа: Стоксы, а ці чула я іх што-нибудь? Полезла, пагугліла і пачала слухаць, дык яна кажа: так я і гэту песню іх ведаю, і гэту чула, і гэту чула. То есть, можа, не ведала, што это Стоксаў, але песні ведаюць. Да, але... так большинство, нормально. Мы засекречены. Песня, главное, что песни знают. Таму вот я вернуся до пачатку нашай размовы. Я так адмыслова у загаловак нашай анонса да нашай сустрэчы напісаў: паміж Мінскам і Рымам. Гэта фраза з вядомай вашай песні, але калі вот жыццё паміж Мінскам і Масквой, наколькі вот яно ўсё ж таки паміж Мінскам і Масквой, ці ўсё-таки аднаму з гарадоў больш перавагі? Давай, Алексей, не гляди. Ну, раньше вообще был Минск, а потом Москва, но все время, я лично все время кочевал туда-сюда, переезжал. Вот. Но многие люди нас сплавили, то есть когда видят Минск, говорят: о, там какая встреча, какой, да, сюрприз, надолго, ненадолго. На самом деле сейчас такое время, что люди, живут в разных городах. Я даже не могу сказать, где мы вот в данный момент находимся дольше. Сейчас, наверное, вот в Минске мы гораздо дольше находимся, потому что там я езжу в основном на студию, там мы занимаемся всякими такими нашими музыкальными делами. А здесь для души, например, сейчас мы здесь вот репетируем. Не в Москве, раньше в Москве, сейчас здесь больше репетируем. Вот. Так что сложно сказать, просто мы и там, и здесь. Нормальное явление, я считаю. Кирилл, а вы вот так вот постоянно там вдвоем, вот ты як беларус таксама, вот Алекс сюды и ты сюды, ці вот ты живешь сваім жыццём, там пропісаўся у Москве и у Беларусі, у родны там Новополоцкі носу не показываешь? Ну, я из Минска, во-первых. Да, это Леша. То есть, нет, у нас все идет как бы своим чередом, и у каждого своя линия жизни, но, тем не менее, у нас есть одно общее дело, которое мы двигаем вне зависимости от того, где мы находимся, в Минске или в Москве. Сейчас я сам живу больше в Минске по и семейным обстоятельствам, и мне вот пока энергетически здесь очень нравится. Да, отдохнул от Минска, сейчас ему здесь нравится. Вот. А я также продолжаю туда-сюда. Иногда вместе ездим. Просто сейчас настолько, все как-то у нас, по крайней мере, в голове стало проще. Мы можем метнуться на несколько дней там, в Москву, потом обратно. Все достаточно быстро, и самолеты летают, все удобно. Крайний раз я утром полетел туда, сделал все дела, вечером прилетел обратно, уже к ужину был дома. То есть... Поэтому для нас это тоже как-то, не расстояние, мы привыкли. Для кого-то, может, это так странно, но у нас такая жизнь. На сённяшні дзень у Мінску што такое вот, сем'і, асабістае жыццё, там так радзіма, скажем так, а Москва, пачынаючы ад канцэртаў і да працы ў студыі, там вот, такая работа, скажем так, ці неяк і тут ёсць? Мы не разграничиваем, и тут, и там что-то происходит. Там находится наш клавишник Денис Столяров, он же Человек Продакшн, который такой мозговой музыкальный центр нашей группы, который делает какие-то, там, скажем, движения по поводу нового материала. Мы это все поддерживаем. Но, тем не менее, вот я больше нахожусь сейчас здесь, Алексей ездит туда-сюда. То есть, когда нужно записываться, мы все оказываемся в
там в той точке, где нам нужно быть. Сейчас да, сейчас сложилось больше, что, например, аранжировки для песен, то есть и записи в студии непосредственно, дорожек, вокалов, там, гитары и так далее, мы пишем в Москве. А здесь, например, мы репетируем, так сказать, живую программу, которую там на концертах исполняем. Вот, потому что сейчас здесь и барабанщик находится, и Кирилл здесь. Вот. А семьи, у меня всегда семья жила в Беларуси, в Новополоцке в данный момент находится, и через день, послезавтра, я, наконец, их навещу. Вот, они меня ждут, и пора уже съездить, навестить семью. Вот, поэтому как-то так. Ну да, вот главное, что близкие нормально это воспринимают, нет никаких проблем. Они уже привыкли. Сапраўды, вот я таксама быў асабіста ўпэўнены, што вы канкрэтна так аселі ў Маскве, можа там уже кватэры на свае шалёныя ганарары накуплялі сабе дзе-нибудь там на тых самых дарагіх высотках. Тут на гэтым тыдні у мяне ў гасцях быў Владимир Пугач, лідар гурта Джей-Морс. Я кажу, вот у чацверг стоксы прыйдуць. Он кажа, а так я іх бачу, мы на адной кропцы рэпетуем. То есть вот атрымліваецца, не атрываетесь. Да, привет. Вове привет, и сегодня концерт у него. Удачного рекламируем концерта. Еще раз. Да, кто еще не знает, приходите на его концерт. Мы, возможно, тоже заглянем. А кто еще хочет сходить на концерт, то сегодня еще и без билета играет. Виталику тоже привет. Так, вот, до речі, вам зараз глядзіць наш стрим і перадае прывітанне Ігор Варашкевич, лідар гурту Крама, так что... Игорек, привет тебе. Игорь, огромный привет. Пералічым усіх. Алекс, я памятаю, мы с тобой даўным-даўно знаёмыя, і памятаю яшчэ ў даўнія часы ты казаў, што вот хацелася б і мне таксама заспяваць па-беларуску. Такая вот мара, тая дзяцінства музычнага, яна здзейснілася нарэшце? Ну, как мы видим, не так, чтобы часто, но это случается, да. И когда мы находим людей, которые заинтересованы непосредственно в переводе, вот, потому что нам нужна помощь, мы не настолько, я, по крайней мере, владею белорусским, чтобы перекладать, вот сейчас на белорусский перейду тексты, вот, но вот попробовали, сейчас еще одна песня, очень старая, готовится. Мы решили такой вообще сюрприз большой сделать. Да. Ну, такой большой сюрприз, Дима называл название этой песни, вот такой типа намек, что скоро она появится на белорусском, наверное, ей уже за это время... Пора и на белорусском прозвучать, поэтому занимались переводом с Аркушем Олесем. Я скажу, что непросто было. Я тоже подтянул свои познания, по словарям полазил. То есть, ну, так было интересно. Ну, ты выбрал земляка в себе допомогу, да? Ну да, там как раз рядом я был на родине, и мы как-то встретились, пересеклись, и я говорю, а почему бы нет? Он в свое время для «Мясцового часа» переводил песни, ну не переводил даже, а писал на белорусском, поэтому мы как-то очень хорошо сработались, а потом уже дистанционно там подправляли что-то, ну работа такая интересная, но непростая, скажу, что непросто, но язык певучий, ложится отлично, вообще без проблем. Ну у нас уже какой-то опыт есть, а трек, который у нас сейчас самый, скажем так, новый из тех, что выходили, это «Дождь под дождем». И, соответственно, нам помогал Глеб Лободенко переклад робить. То есть, Боже мой, ему дякую. Куды ни кинь, паўсюль Лободенко. Як он поспевает только. А, кстати, поздравляем его. Он премию получил. Да, премию получил, я все хотел поздравить. Віншуем. Я просто читал, но поздравить как-то руки не доходили. Ну вот, значит, в прямом эфире поздравим. С премией, которую он получил. Колоса или Купала. Вот я вот единственное, вот все время путаю. Я думаю, что и того, и другого. Раз мы уже заговорили, фактично анонсовали новый трек, новую песню, то, может, приспел час и продемонстрировать ее? А тут еще один момент. Мы решили спеть вообще новую песню. То есть нас многие там в соцсетях и пытались там подтрольнуть, что эту песню вы когда-то играли, там на каких-то демо она существовала. А где же новая? То есть что это вы все поете? Ну, приятно то, что люди помнят песни, да, которые выходили еще только на саморезных, на кассетах, кружелочках, буквально на кассетах. На бобинах. Да. Кстати, недавно мне написал парень, тоже он пытался найти наши диски. Он обошел магазин, их там не было. Я говорю, что время дисков прошло. Так что повезу на родину, пару дисков еще осталось. Предпоследний, по-моему, ему. Вот, поэтому, да, удивительно, что люди помнят песни, которые выходили на сам издатом еще
черт знает когда. Поэтому... А сегодня будет песня вообще новая. Да, а песню есть, которая еще нигде не звучала. Не петь ту, которая будет в эфире, что ее петь. То есть гэтай песни не маешь нават на кассетах. Вообще не ее даже, честно скажу, нет еще даже и в живой аранжировке. Вот это... До речі, вот колькі яна працягласцю? Хороший вопрос. Я не замерял. Ну, минуты 3, сколько нужно, столько сделаем. Может быть 3, может быть больше. Ну, справа в тым, что тут вот до першай частцы, конца першай часткі нашай размовы 3 хвіліны засталося, 2 уже нават. То мы давайте чуть позже. Да, давайте мы пасля перапынку і дадзім. Алекс, Кирилл, вот... тое, что я уже сказал, что дзяўчына, оказывается, ведала, ну, фактычна ўсе вашыя песні, ну, хіты, прынамсі, якія гучалі паўсюль, але вот не ведала, что гэта з Токсаў. І вот мне такое ўражанне, что, ў прынцыпе, калі вас і ведаюць зараз у Москве, то вот як музыкантаў, як групу у Мінску, у Беларусі крыху сапраўды падзабыліся. Чаму? Вот чаму канцэртаў няма? Ну, мы сейчас работаем над этим. У нас сейчас определенно идет работа. В сетях мы подогреваем все это. И, естественно, будет какой-то концерт. Весенний, он будет летний или осенний, мы пока не знаем. Но это будет большой концерт. И это будет новый Стокс абсолютно. То есть никто не скажет, что ребята, ну вы там как в 85-м году играли хэви-метал. Вот этого Стокса не будет. Нет, он будет, но он будет обновленный, будет, молодой, просто мы немножко красивый. пересматриваем сейчас аранжировки и так далее. И так далее. Вот. А не знаю, ну, в сетях нас было не так много, мы как-то... Я вообще не особо живу соцсетями, это для меня как-то сложно. Вот, поэтому... Но вот сейчас мы это... решили поднять. Думаю, что узнают, ничего страшного. Ну, я до того, что... Кому нужно? Як вы лічыце, ўсё ж таки вот зараз для того, каб нагадаць пра сябе і нагадаць, какие вы там крутые, что на вас варта ісці, что для этого трэба зрабіць? Вот як вы думаете? Ну, во-первых, что сделать, чтобы собрать песен, собрать чтобы публику, нас, да? Все хотят это знать, что самое интересное. Пока мы выкладываем в интернет, вот, единственное, что выкладываешь песни, чтобы вспомнили, а говорят, так это старые песни и так далее, то есть всем не угодишь, поэтому будем и старые выкладывать в новых аранжировках, и новые, потихоньку посмотрим. Если какая-то активность появится и нас пожелают увидеть, то мы готовы всегда. Но в любом случае появилось в наше время очень большое количество инструментов новых для продвижения, абсолютно, так сказать, для нас даже новых и незнакомых. Да, но вот вы ими владаете, есть человек, какие ими владает у вас? Как бы сварщик и тракторист — это разные профессии, то есть мы трактористы, нужен нам сварщик, значит мы зовем человека, который СММ занимается. И, соответственно, конечно же, не сами мы это делаем, да. Ёсць на каго пакласціся, ёсць тыя людзі, якім вы даверыце тут арганізаваць канцэрты, упэўнены, што ну там вот Минск-арена. Ну да, или стадион Динамо. Что-то такое, да. Подожди, Динамо надо сейчас подождать. Здесь много у кого уже стадион Динамо. Ну мы в очередь станем в очередь. Вначале надо Солодуху, Сашу пропустить. Ну мы после. Ну спачатку я спадзяюся, што адзначым там Дзень волі 2019, а потым Солодуха, Корж там, ну і далей Стокс по спісу. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што у нас у гасцях музыканты гурта Стокс Алекс Стокс і Кирилл Сенін. Чакаем. Зараз будзе пасля невялічкага перапынку прэзентацыя абсалютна, цалкам, катэгарычна новай песні. Да, наверное, так и сделаю. Вопрос, как нам это все разместить. Ну тогда... Так, а с этим это что, да? И вот так вот. Потом я поеду. Давай с тобою сойдем с ума. Еще осталась одна дорожка. Я поведу тебя по ней до утра. Єврорадіо. Час
ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Польшча істотна скарачае фінансаванне апазіцыйнага сайта «Хартыя-97». 14 лютага кіраўніцу сайта Наталлю Радзіну запрасілі ў польскі фонд міжнароднай салідарнасці. Кіраўніцтва фонду Мацей Фалькоўскі і Александр Ярашевіч паведамілі, што сёлета падтрымка сайта ў параўнанні з леташнім будзе скарочаная амаль у 5 разоў. Паводле Радзінай, такое рэзкае скарачэнне фінансавання фактычна азначае знішчэнне сайта. Сёння нас дэманстратыўна пазбаўляюць падтрымкі. У дні прыезду ў Польшчу кіраўніка нелегітымнага беларускага парламента Міхаіла Мясніковіча мы ведаем, што афіцыйны Мінск даўно патрабуе ад польскіх уладаў спынення падтрымкі Хартыі-97, заявіла спадарыня Радзіна. Мінская міліцыя знайшла зніклага 92-гадовага ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Віктара Ісачэнку. Пра гэта паведамляецца ў твітары міліцыі. Як паведаміла Еўрарадыё, ветэран, які знайшоўся па вуліцы Кунцаўшчына, знік 12 лютага, выйшаўшы з дому і не вярнуўшыся. Цяпер ён у шпіталі, як паведамляе зноў жа міліцыя. Яго шукалі таксама і валанцёры. За прачытанае ў падпісцы 19 нататак Белты Ульяна Бабаед, адна з кіраўнічак Тутбая, заплаціла 8580 рублёў. Гэта высветлілася падчас суда над Марынай Золатавай ГТРФ. Гучны працэс працягваецца ў судзе Маскоўскага раёна. Абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі, ўсё гэта з-за вялікай затуманенасці. Заўтра туман будзе трымацца цэлы дзень. Тэмпература паветра ад -6 да +6. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. У нас у гасцях музыканты гурту Стокс, Алекс Стокс і бас-гітарыст Кірыл Сенін. Як вы ўжо чулі, музыкі завіталі на Еўрарадыё, каб адмыслова з нашай рэдакцыі ў акустычным варыянце прадставіць сваю новую, цалкам новую, катэгарычна новую песню, якую ніхто яшчэ не чуў. Ну і даем мікрафоны ўсе, што ў нас ёсць. Алексу, калі ласка. Да, категорично такая, ну, не знаю, празднику заодно. Пусть будет. Скажу, что не все в группе даже эту песню слышали. Я скажу, что я даже толком особо и не играл, поэтому сейчас будем пробовать. Поздравления с 14 февраля. Заодно и поздравления. Да, у нас во всех песнях любовь присутствует. Увидимся завтра, сегодня много дел, неважно, кто автор. В последний вагон успел, увидимся позже, не поменять билет, так глупо, но все же. Летит мотылек на свет, увидимся завтра. Увидимся завтра, режимы на авто, пилоты поставим, нам просто пора лететь. Общаемся лежа, мы слишком похожи, ошибки исправим, заполнены лишь на треть. Увидимся завтра. Увидимся после, если весь путь пройдем. Дышу где-то возле твоим бесконечным днем. Увидимся завтра, неважно, кто автор. Так много героев, останутся двое. Увидимся завтра, режимы на авто,
пилоты поставим, нам просто пора лететь. Общаемся лежа, мы слишком похожи. Ошибки исправим, заполнены лишь на треть. Увидимся завтра, режимы на авто. Пилоты поставим, нам просто пора лететь. Общаемся лежа, мы слишком похожи. Ошибки исправим, заполнены лишь на треть. Увидимся завтра. Увидимся завтра. Увидимся завтра, завтра, завтра. Увидимся завтра. Вось такая новая песня, якую, як я зразумеў, нават не все удзельнікі гурту The Stocks яшчэ чулі. Я третий куплет еще не слышал. Хороший, кстати, очень. Дарэчы, Лёша, пакуль ты вот далёка не адсеў, я хочу спытацца, а ты у першай частцы нашай размовы казаў пра песню, старую вашу песню, якую вот Алесь Аркуш зрабіў пераклад, а ты памятаеш яе, можаш вот зараз заспяваць, не? Я думаю, что ее пока не надо. Ну, может, только припев, если... Ну, каб узгадать, что за песня. Да, это... Все, наверное, знают. И книги на полках, от них мало толку. Я знаю эту песню, ну, в принципе, кто ее знает, все знают, поэтому, да, вот она будет на белорусской мове. Я не буду ее просто петь, она и так часто звучит и играет. На белорусской вот будет, наверное, кому-то интересно ее послушать, наконец. Да, вот мне было бы цікаво, як вот припев хотя бы, як он гучить по-белорусски. Это секрет, послушаешь потом. Скажу просто, что все в ней будет хорошо. Перекладается вельми просто. Ну, не совсем были там, немножко мы помучились. Ну, поміж Мінском і Римом зразумело, что все будет. И далее. Ну, Алесю Аркушу в любым выпадку мы доверяем, это профессионал своей справы. Як вы уже сказали, дзесьці, калі бліжэй да восені, вялікі канцэрт, адмысловая праграма будзе, ці вот што вот нейкая такая складуцца лепшая? Да я думаю, что и старые, и новые будут песни. Лучшая и новая. Лучшая и новая. Саша, так сказал, Солодуха, да. И то будет, все будет. То есть я не думаю, что надо упираться в какое-то только новое. Люди тоже какие-то песни знают, им хочется и попеть иногда, и поплясать, поэтому мы тут себя в рамки ни в какие не ставим. Слухай, я вот не один раз чуў ад музыкантаў, асабліва якіх там часта шмат канцэртаў бывае, што вот есть там пэўныя хіты, там, и люди постоянно на концерте хочуць их пачуць, а калі ты их выконваешь уже 5-10 гадоў, а вот одно и то же, кажешь, ну вот уже давайте я другое что-нибудь спою, не надокучило мне, не давай это, у вас такое есть? Ну вообще есть такое, многие даже музыканты, я знаю, жалуются, настолько им как бы надоедает петь одно и то же, и часто люди даже злятся на них, если они эту песню не играют. А иногда группам не нравится, что их ассоциируют типа со старой песней, только с какой-то одной. Им интересно показать, ну, чем они живут дальше и так далее. Той же нашей песни, которая будет на белорусском, ей уже сколько лет? Я уже сбил со счету, около больше 15 лет. Да, ну вот она приклеилась. Ну, в принципе, я считаю, что не нужно ни зрителям не обижаться, ни музыкантам. Во-первых, музыкант в принципе делает то, что ему хочется, не нужно его осуждать. Ну, а с другой стороны, каждый раз, когда ты поешь песню, даже старую, с новой публикой, это, ну, ты сам немножко по-новому ее переживаешь, поэтому мы ограничиваем ее на репетициях, например, уже так часто не играем, а на концертах ничего страшного. Я лично в этом как бы не вижу. Это хорошо, что группу узнают, там, пускай это будет одна песня или там несколько песен. Это, мне кажется, это чудесно. То есть нормально. Ну, есть же шутка такая про группу Deep Purple, что нравится ли им играть Smoke on the Water. То есть, ну, сколько раз они ее сыграли там и так далее. То есть, и там один из музыкантов говорил, что они уже, наверное, получают за каждую ноту по $1 этой песни. То есть, просто поэтому... здесь важно
как бы интересно музыканту сделать песню следующую, новую, которая или перебьет, вот, например, ну, какой-то там хит, если у группы есть, или если будет лучше, вот это обычно музыканты очень горды этим, если удается какую-то песню, которая уже устоялась, то есть всем понятно, что это хит, вот какой-то новой песней перебить, это сложно, непросто, но когда это получается, это очень, очень приятно. Ну, хочется Поэтому быть мы актуальным. стараемся. Да. Мы тоже боялись, когда, что будем группой одной песни, но потом появились еще песни. Две. И, не две, Еще две, да. почему-то две. Больше, я не буду их перечислять, люди знают, поэтому это потом спокойнее уже. То есть можно все делать и лучше песни. Нормально. Я вот просто уявіў сабе вот гэта песня, якую шмат хто з вашых, ну, усе, калі пра вашых прыхільнікаў гаварыць, то ведаюць усе. А нават не прыхільнікі ведаюць, это песня паміж Мінскам і Рымам. Вот вы прыязджаеце дзе-нибудь вялікі канцэрт там у России, публіка там «Давай, The Stocks, между Мінскам і Рымам!» А The Stocks выходит и эту песню по-беларуску. Вот реакция якая будет? Мы еще не пробовали. Ну, думаю, что позитивная. Вообще в России очень хорошо воспринимается. То есть белорусский язык, ну там на примере даже тех же там, таком примере очень известном, как «Песняры», например. Никого там не парило то, что там Муляевин пел какие-то песни на белорусском. Наоборот, это было изюминкой какой-то интересной. То есть я ставлю песни какие-то, которые у нас есть или только сделали на белорусском. В России больше нравятся те, которые на белорусском, на самом деле. То ли им интересно просто послушать другой язык чуть-чуть, как бы, ну, просто интересно. Многие говорят, что о, на белорусском лучше тема. Я говорю, ну ладно. Поэтому мы гибкие, почему нет, можно и на белорусском, и на русском. Ну вось калі вы выходите, скажем, там где-то в России с концертом, и у вас такая программа сборная, ну, скажем, там 70% на русском, 30% на белорусском, успрымаецца нормально. А вот як вы думаете, калі вот цалкам беларускамоўнаму выканаўцу взять и поехать туда, вот и Лявону Вольскому, да, прыклад, тут примуце? Я думаю, без проблем, конечно. Почему нет? У Лявона очень хорошие песни, и НРМ, и его, так сказать, и сольные. Я думаю, что если бы был определенный промоушен на территории России, если бы это как-то было позиционировалось там с каким-то радио, то с удовольствием бы люди ходили. Я не вижу в этом никаких проблем. Материал хороший, почему нет? Мы же видим на примере той же Украины, украинский язык. Океан Эльзы поет без всяких проблем, воспринимается все чудесно. Я просто прыгадываю, там, скажем, гадовішча там 15, может быть, нават, ну, крыху болей, меней, ну, приблизно ў той час, калі вот беларускамоўным выканаўцам той же самой Краме ці тому ж Вольскаму там шла размова про то, чтобы выйти на российский рынок, ему казали там: хлопцы, пишите по-русски, не проблема, а с белорусским там вам нема чего ловить. То есть вот зараз ситуация изменилась? Я думаю, конечно. Дело в том, что раньше интернет еще не обладал такой властью, условно говоря. И это решали люди, условно говоря, которые отвечали за раскрутку и так далее. То есть это было сугубо их мнение. Вот. А сейчас люди настолько свободные. Вы посмотрите, я не помню, как эту группу называют, корейские там пацанята какие-то, бойбенд. Вот у нас в кинотеатрах их концерт пускали, вон девчонок было, биток, просто билеты все расхватали. На корейском языке, к слову, который вообще язык такой, ну, непонятный. Ну, все зависит от продукта и позиционирования. Конечно, если это интересно, то неважно, каком это языке. Это понятно, что в любой другой стране там лучше воспринимается родной язык, но интерес-то все равно есть. Это нормально. К тому же, ну, белорусский язык, я не могу сказать, что это не корейский и русский, условно говоря. Вот. Хотя многие россияне почему-то белорусский не весь понимают, так, словами выборочно. Я иногда на белорусском что-то тран-тан-тан не понимаю, мне удивительно. То есть, например, мы-то белорусы понимаем и польский, в принципе. И украинский. И украинский, да, и там, хорватский, и бла-бла-бла. Ну, недавно были в Киеве, там общались с ребятами. Тут, естественно, еще раз возвращаюсь, ну, естественно, на русском это проще и так далее. Ну, нет такого сейчас, что там шлагбаум поставят. Конечно. Сейчас все уже космополитично достаточно, поэтому ты выложил песню, стили и все, смешиваются, быть, да, это главное, чтобы песня была хорошая, нормальная, да и все.
Вот ты сказал про продакшн, и я пригадываю, там пару месяцев тому назад у меня в эфире был так вядомый наш в свой час продюсер Геннадий Шульман, и он, до речи, зараз працуе ему также привет, в Москве встречались, да, он зараз у Москве, и он просто сказал, ну вот зашла размова, он кажа, чтоб вот кагосьці з беларускіх выканаўцаў, ну вот з беларуса зрабіць, як скажем, океан Эльзы, ну вот як океан там на Украине, то есть вот такого ўзроўню популярности, вядомости трэба ўкласці як мінімум $1 мільён, а то можа лепей і болей. А ў России размова ідзе про там сотні, может быть, мільёнаў. Все ж таки на сённяшні дзень, вот ты кажаш, ёсць шмат там інтэрнэт, там іншыя магчымасці, грошы такія вялікія патрэбныя ці нешта іншае? Ну, здесь не надо ничего доказывать и объяснять. Мы можем назвать сейчас группы, которые белорусские, которые прекрасно известны, популярны. Да, они, даже их нет на многих на радиостанциях в России, но они ездят там с концертами. То есть эти группы существуют. Это те же ЛСП, например. То есть нормальные ребята играют, их все знают. Это интернет, поэтому... Сейчас понятно, что если много вкладывать, то, может быть, там где-то это будет, конечно, получше. Отобьется ли это вот вопрос? Но сейчас не нужны, конечно, такие деньги, как были раньше. Раньше везде стояли какие-то прокладки, там, барьеры, ты не появишься там на телевидении. Ну, возможно, и сейчас это требует каких-то выливаний, безусловно. Как любая реклама, ну, любого продукта, мы можем не музыку брать, а все что угодно. Захочешь ты продавать там что, памперсы, к примеру, там в России. Что для этого нужно? Ну, рекламировать нужно, чтобы качество было и так далее. То есть это обычный бизнес, мы сейчас говорим о бизнесе, поэтому тут у каждого свой путь там. Надо просто, естественно, рекламироваться и так далее. Но я знаю многие группы, которые не вкладывали такие деньги, о которых там говоришь. А знаю группы, которые вкладывали больше. И, в принципе, ничего такого особенного, например, в России не получилось. Так что тут... Ну, мне все-таки кажется, первичен материал. Если что-то есть, какой-то креатив, какое-то зерно, что-то интересное. Не то, что первичен, но продукт должен быть хороший изначально, а потом уже, конечно, если песня отстой, то можно вложить в нее $100 миллионов, и ничего не произойдет. В любом случае, да, все будут это знать, но никто не придет на концерт. А если песня интересная сама по себе, то можно гораздо меньшими средствами при каком-то должном креативе ее популяризировать. До речі, ось на минулым тыдні у мяне тут в эфіры быў Юзары, і я просто так вот, кажуць, ад балды ў яго спытаўся, а ці выступіў бы ён на дні волі, ну, как бы разлічваючы, што ён скажа, што ой, не, там, можа, там потым будуць ціснуць і гэтак далей. Аказалася, мало таго, што яму прапанавалі, ён адразу і пагадзіўся. Да вас, вот все ж таки і у вас беларускамоўная праграма ёсць, каб выступіць. Была прапанова, можа быць, і калі прыйдзе, пагодзіцеся ці не выступіць? Ну, нам пока предложение не поступало, каждое предложение мы обсуждаем и так далее. Было такое когда-то, после чего начались эти все списки и так далее. Это тоже, что там у нас было, референдум, бла-бла-бла, вот на площади Свободы, да, сколько это лет назад было. Тогда вот мы там не выступили, причем это было связано с чем-то вообще другим. Но вот многих после этого там позапрещали и так далее. Я не знаю, ну, если поступит предложение, мы все предложения рассматриваем, я считаю, что тут музыку вообще не надо не запрещать, и нельзя запрещать, хоть это где-то и есть. То есть, ну, люди, музыканты, как и в других, во всех нормальных, в принципе, странах, выступают и за разных президентов, там, на всяких предвыборных там этих делах, и никто, ничего, все нормально. То есть, я думаю, что здесь должно быть абсолютно точно так же. Музыкант может выступать на Дне воли, и если ему хочется выступать там, на каких-то госделах, ради бога, я в этом чего-то не вижу. Не должны преследовать. То есть, если это для него нормально, почему нет? Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас в гостях былі музыканты гурта The Stocks, Алекс Стокс, Кирилл Сенин. Сачыце за далейшымі прэзентацыямі, ну і, магчыма, дачакаемся даты канцэрта. Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Да сустрэчы. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.